Таш-Рабат — это не просто древнее здание в горах Кыргызстана. Это каменная загадка, которая до сих пор не дает покоя историкам. Он стоит на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Вокруг только горы, ветер и тишина. Ни городов, ни селений. И именно здесь появляется массивное каменное сооружение, построенное с точной геометрией и продуманной системой помещений. Первый вопрос, который возникает у всех: кто вообще мог построить это в таком месте? По одной из версий, Таш-Рабат был караван-сараем на одном из ответвлений Великого Шелкового пути. Через эти горы проходили караваны купцов, послов и путешественников. Путь был опасным: морозы, перевалы, разбойники. Караван-сарай был единственным местом, где можно было укрыться, переночевать и сохранить товары. Но здесь начинается самое интересное. Архитектура Таш-Рабата слишком сложна для обычного караван-сарая. Здание полностью каменное. Толщина стен достигает 1,5 метров. Внутри более 30 помещений, соединенных узкими коридорами. Многие комнаты не имеют окон. Некоторые расположены ниже уровня земли. Зачем такая сложная структура, если это просто ночлег? Именно поэтому существует другая версия. Некоторые исследователи считают, что Таш-Рабат изначально был монастырем, возможно, несторианским христианским. Такие монастыри существовали в Центральной Азии задолго до прихода ислама. Купольная архитектура, изолированные кельи, подземные помещения – все это больше похоже на место уединения, чем на торговый пост. Есть и третья версия. Таш-Рабат мог выполнять сразу несколько функций. В мирное время – приют для караванов, в опасные периоды – крепость и убежище. Это объясняет и толстые стены, и запутанную внутреннюю планировку, в которой легко заблудиться постороннему. Интересно и само название. Таш-Рабат в переводе означает «каменный двор» или «каменный караван-сарай». Но это название появилось значительно позже. Мы до сих пор не знаем, как это место называлось изначально. Еще один малоизвестный факт. Таш-Рабат построен без использования раствора. Камни подогнаны настолько точно, что держатся за счет собственного веса. Такая техника требовала высокого уровня инженерных знаний. Для кочевого региона это было редкостью. Существует и местная легенда. Говорят, что Таш-Рабат строили отец и сын. Правитель приказал ослепить отца, чтобы тот больше нигде не смог повторить такое здание. Узнав об этом, сын отомстил, разрушив часть сооружения. Легенда жестокая, но она подчеркивает, насколько уникальным считался этот объект. Сегодня Таш-Рабат выглядит молчаливым и спокойным, но за этими камнями история торговли, религий, империй и людей, которые проходили здесь столетия назад. Он пережил распад государств, смену эпох и исчезновение путей. И все еще стоит. Таш-Рабат напоминает нам: территория Кыргызстана была не краем мира, а его перекрестком. И, возможно, главные тайны этого каменного сооружения еще ждут своего открытия.